Я вас приветствую, дорогие телезрители. Снова в эфире передача «Урок истории», а я ее автор и ведущая, журналист Тамар Белкания. Естественно, я приветствую всех, но особенно приветствую грузин, проживающих в Гальском районе, и приветствую всю Абхазию. Я знаю, что они внимательно смотрят нашу передачу. Тему сегодняшней передачи я в определенной степени выбрала также для них. Это тема мухаджирства. Я представляю вам гостя нашей сегодняшней передачи, господина Бижана Харава, профессора Сухумского государственного университета, а также его необыкновенную книгу под названием «Мухаджирство абхазов 1867 года». Я приветствую вас, Бижан. Это очень интересная книга, но первое, что нужно сказать, это то, что в сегодняшней передаче мы постараемся в определенной степени, неким образом разрушить клише, связанные с этой темой. Когда в обществе слышат о теме мухаджирства, всегда представляют, что это было переселение с территории Грузии тех людей, которые поддержали турецкую сторону во время русско-турецкой войны, и что это однозначно были абхазы. Насколько это соответствует действительности, и что реально было мухаджирство, и в скольких волнах развивался этот процесс. Мухаджирство – этот термин происходит от арабского слова. Мухаджирет по-арабски означает «переселение». В истории народов Кавказа оно приобрело свой смысл и получило другое значение. Конкретно, в истории народов Кавказа утвердилось, что мухаджирство означает в основном принудительное переселение местного населения в Турецкую империю во второй половине XIX века и начале XX века. Это тот период, когда Российская империя вела войну за покорение Кавказа. Эта война известна под названием Русско-Кавказской войны, и она продолжалась в течение 1763-1864 годов. На последнем этапе этой войны, в 1859-1864 годах, кавказские горцы стали вынуждены переселиться в Турецкую империю. Изначально, когда Россия покорила северо-восточный Кавказ, Чечню и Дагестан, и в 1859 году пленила Шамиля, тогда чеченцы, дагестанцы и осетины переселились в Турцию. Эта волна переселения была не такой уж большой, если мы учтем другие волны переселения. Тогда было переселено до 100 тысяч дагестанцев, чеченцев и осетин, но затем этот процесс на северо-восточном Кавказе прекратился, поскольку Россия приступила к завоеванию северо-западного Кавказа. Тогда переселилась очень большая часть местных, коренных жителей, черкесов. Волны переселения также коснулись и грузин, и абхазов, но это связано с Кавказскими войнами, которые вела Российская империя в общем, для покорения Кавказа, в том числе для завоевания отдельных частей Грузии, ранее захваченных Турцией. Мухаджиры были и абхазы, и грузины, и черкесы, и осетины, и дагестанцы, и чеченцы. Их переселили в тогдашнюю Османскую империю, которая была довольно большой и обширной. Она почти полностью охватывала Балканский полуостров, и эти переселенцы попали на территории современной Румынии, Болгарии, Сербии, Македонии, Греции, а также на территории республик бывшей Югославии и в страны арабского мира.